Пожалуйста, вопрос, обращающая сторона. Даниэль Денишбекович, есть вопросы, да? Да, есть, уважаемый суд. Пожалуйста. Вы можете сидя, присядьте, спасибо. чтобы удобнее. Спасибо большое. Я хотел бы первый вопрос по поводу Конвенции о дорожном движении. Я хотел бы, чтобы вы отметили, в какой статье закреплено обязательное правостороннее движение с участием леворульных машин или в пункте. Вопрос понятен, да? Да, спасибо, вопрос понятен. К сожалению, у меня с тобой конвенции нет, оказывается, чтобы уточнить данный вопрос. И конкретный ответ вам сказать не могу, но раз законом Кыргызской Республики в целях присоединения к данной конвенции был принят целый закон, я не думаю, что или вы оспариваете неконституционность и данного закона о дорожном движении. Просто точно вам сказать не могу, потому что рядом со мной у меня нет только с конвенции самой. Так, у вас все, да? Ответ закончили? Еще вопрос есть, Даниэль Денишбекович? Уважаемые судьи, есть вопросы? Пожалуйста, Харкельды Жуманович. Канбек Талайбекович, уважаемый Канбек Талайбекович, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вот этот запрет обусловлен тем, что как бы не нарушить права других лиц. Каким образом сам процесс замены кузова автотранспорта влияет на права чужих лиц? И на какие конкретные права, если можете, назовите, пожалуйста. Нами, как уже было озвучено, делается акцент на безопасность других участников дорожного движения. То есть, как я до этого отмечал, что если кузов пришел в негодность определенной машины, соответственно, то есть есть рама, есть кузов, и если после определенного сильного ДТП кузов был заменен, но рама как таковая, машина, автотранспортное средство как таковое сама уже поучаствовала в движении, соответственно, произошли деформации, которые уже больше не соответствуют требованиям общепринятым мировым и Кыргызской Республике требованиям стандарта безопасности, то замена кузова, она не решает вопрос безопасности, в связи с чем участник дорожного движения, произведя это в каких-то кустарных местах, подвергает опасности и других участников дорожного движения. Если вам понять мой ответ. Еще, уважаемые судьи, есть вопрос? Даниэль Денишбекович что-то так забеспокоился. У вас есть вопрос, да? Пожалуйста. Спасибо за представленное слово. Я хотел бы уточнить, вот вы сказали, что именно замена кузова вследствие ДТП на праворульных машинах влечет то, что там в кустарных условиях, тогда это оценочное суждение, во-первых. Во-вторых, хотелось бы уточнить, а почему тогда разрешена замена кузова на леворульных машинах? Потому что на леворульные машины также попадают в аварию, они также могут там остаться только рама, и на них разрешают замену кузова, а на праворульных машинах нет. В чем разница? Леворульные машины и праворульные машины в данном случае, если она была полностью, например, уничтожена аварией? Если позволите, насколько я знаю, у праворульных машин нету здесь официальных представителей, да? Toyota, BMW, Chevrolet и так далее. А у леворульных есть. Уважаемые судьи, еще есть? Пожалуйста, Чинара Харбековна. Так, уважаемый представитель стороны ответчика. Да, Канбек Талайбекович, я хотела уточнить у вас. Получается, оспариваемая норма основывается на части 6 статьи 21 Закона о дорожном движении. Так, насколько я понимаю вашу позицию, да? Да. То есть она вытекает из части 6 статьи 21. И таким образом вы утверждаете, что запрет наложен законом, да? Да, мы утверждаем, что он вытекает из закона, где предусмотрено, да, что остальные тогда требования правилами. Угу. Еще тогда я вот то, что привел представитель обращающей стороны. Кузов на праворульные машины и сами праворульные машины между собой взаимосвязаны или нет? Кузов на праворульные машины и... Запрет на ввоз праворульных машин.
Ну, кузов это является основной частью автомобиля, праворульного автомобиля. То есть они, вы получается, взаимосвязаны. видите, да, здесь системную связь? Да, естественно. Хорошо, еще один момент. По вашей позиции вы считаете, что оспариваемая норма в данном случае является ограничением, да, права частной собственности и соразмерным, насколько я Она понимаю? является То соразмерным. есть вы да. считаете, что это ограничение? Да, предусмотрено Конституцией, частью 3 статьи 23, соразмерное ограничение и в целях обеспечения общественной безопасности. Еще один вопрос. В 2006 году, я так понимаю, мы ратифицировали Конвенцию о дорожном движении. И когда был введен запрет в таком случае на ввоз праворульных машин? Секундочку, я уточню. В 2015 году, по-моему, насколько я знаю. В 2015 году. Да, в 2015 году запрет на ввоз. То есть в течение определенного времени все-таки правительство допустило ввоз праворульных машин. Есть Да, какая-то всё верно. статистика, какое количество праворульных машин было ввезено? Я думаю, что она есть, но, к сожалению, у меня... Я Вы не должны располагаю. быть подготовиться к такой статистике. У вас должна быть такая статистика. Да, я извиняюсь, но, к сожалению, не учел этот вопрос. То есть мы должны сегодня понять, какое количество людей имеют праворульные машины в нашей стране и не могут на сегодняшний день из-за этого запрета заменить кузов, да? То есть Да. такая должна быть статистика, на мой взгляд, у кабинета Все верно, министров. я думаю, может, представители ГПУНА смогут ответить на Ага, этот вопрос. хорошо. в своем И выступлении. тогда я просто еще хочу спросить, есть ли какая-то ответственность все-таки за то, что если ввезут такие машины, несмотря на то, что такой запрет есть? Есть какая-то ответственность? Насколько я знаю, ввоз может быть осуществлен, но регистрация и использование, дальнейшее использование не будет осуществляться. То есть машина Но будет изъята. использование автомобиля без регистрации невозможно, да? Да, все верно. Если это возможно, она то есть будет, да, ответственность. либо находиться на, как сказать, на нулевом таможенном контроле, либо будет изыматься уже в пользу государства. Хорошо, мы уточнимся тогда у ГПУНА. Спасибо, у меня нет вопросов. Уважаемые судьи, еще есть вопросы? Пожалуйста, присаживайтесь.